Вместе с подготовкой к экзаменам выпускники среднеобразовательных общеобразовательных школ задумываются о поступлении в вузы. Какой факультет и специальность выбрать, существуют ли те или иные направления в нашем университете, в случае, если нет возможности поступить в иногородние высшие учебные заведения, какие образовательные программы существуют, есть ли место для творчества. Дать ответы на эти и многие другие вопросы учащихся со многих школ республики смогли профессорско-преподавательский состав Ингушского государственного университета на уже ставшем традиционном профориентационном мероприятии. Везде спросите учителей, нехватка математиков. У нас вот в этом году на практику пошли 15 человек, и их всех директора захватили. Говорят, нет, мы не отпускаем, нам нужно дальше, и они даже на диплом не успевают выходить, учитель работает там. Если вы идете к нам на факультет, Бога ради задумайтесь, потому что учиться у нас очень сложно. Вообще профессия врача требует очень много знаний и умений. Условия для учебы у нас на сегодня на уровне лучших вообще в стране. Лицей города Магас является базовой школой при Ингушском государственном университете. И Ингушский госуниверситет сегодня проводит мероприятия в рамках профориентационной работы для того, чтобы школьникам показать свою работу факультетов, всех специальностей. И я хочу сказать, что Ингушский государственный университет, он работает в направлении очень многих специальностей. Кто-то из выпускников еще перебирает варианты, куда подать документы и какую специальность выбрать для себя. А кто-то определился не только в выборе факультета, но и будущей профессии. Ученица 11 класса столичного лицея Жанетта Аушева решила, что будет работать в сфере медицины. Она признается, что этот выбор идет от самого сердца. Я считаю, эта профессия самая благородная из всех. Есть две профессии. Это профессия учителя и профессия врача. Они помогают другим людям, учат их и направляют их. Каждая профессия, если отнестись к ней серьезно, она сложная. И я думаю, я буду стараться прилагать все возможные усилия. Потому что я это могу, у меня есть здоровье, и у меня есть все, что мне дал Бог, чтобы этим заниматься. К нам сегодня пришли преподаватели, и это очень ценно, что они уделяют нам время, хотят дать нам направление, и это очень важно выслушать и понять, как нам быть. Несмотря на столь юные годы, 11-классник Расул Мурадов столкнулся с социальной несправедливостью. Его прадед, несмотря на то, что всю жизнь трудился на государство, под конец своих дней получал мизерную пенсию. Тогда мальчик и задумался о профессии госслужащего, когда он сможет помочь таким же нуждающимся и обездоленным, в память о прадеде. Сейчас молодой человек готовится к экзаменам. У нас в данном лицее есть разделение классов на социально-экономический и химико-биологический. Как можно понять по названиям, одни это более гуманитарные, другие более точные. Соответственно, те, кто учится в социально-экономическом, это в основном юристы, адвокаты, судьи и государственные служащие, историки, филологи и тому подобное. А в химико-биологическом все остальное. В один момент мне все-таки пришло понимание того, что надо идти в государственную службу для того, чтобы помочь людям, которые находятся в трудном положении в нашей стране, особенно пенсионерам. Сегодня это дети, завтра люди, которые станут специалистами в различных сферах жизни. И очень важно, чтобы каждый из них выбрал ту специальность, которая добьется каких-либо успехов и сможет быть полезным обществу. И, конечно, нужно сказать, что подобные мероприятия, где собираются ученые такой высоты, как кандидаты, доктора наук, профессора, и рассказывают о своих факультетах и направлениях, это очень важное мероприятие. В рамках профориентационной работы сегодня мы проводим очную встречу с учащимися общеобразовательных учреждений Республики Ингушетия. Эта работа нами проводится ежегодно и в очном формате, и в онлайне, и выездами отдельно в школы. Мы привезли видеоролики различных мероприятий, инфраструктуры, материальной базы вуза. И вот такие встречи, они дают больше эффект и возможность выбрать свое любимое дело и для дальнейшей ориентации школьникам. В Ингушском государственном университете на сегодняшний день существует 11 факультетов, и на каждом есть свои специализации. Заместитель декана юридического факультета Ибрагим Картоев рассказал, какие направления подготовки существуют на одном из самых популярных факультетов нашего вуза, и отметил важность проведения таких профориентационных мероприятий для будущих студентов. Сегодня мы представляем юридический факультет Ингушского госуниверситета, и основная наша задача – заинтересовать подрастающее поколение, это учеников старших классов, чтобы они уже сегодня на этапе взросления, на этапе получения образования в 9, 10, 11 классе могли уже осознанно подойти к выбору будущей профессии. И, соответственно, я как уже профессиональный юрист, как теоретик, как представитель ученого сообщества
могу предложить им вариацию с выбором юридической профессии. У нас, в принципе, очень широкий спектр. На юридическом факультете Ингушского госуниверситета у нас функционирует 3 кафедры. Это кафедра теории государства и права, это кафедра гражданского права, это кафедра уголовного права и процесса. Соответственно, в принципе, ученики могут для себя обозначить направление своей юридической профессиональной деятельности и в будущем стать профессиональными юристами. Они могут стать адвокатами, нотариусами, судьями, прокурорами, следователями. На встрече со школьниками присутствовали деканы физико-математического, химико-биологического, медицинского, экономического и других факультетов. Кроме того, о своей деятельности абитуриентам рассказали активисты, волонтеры и студенты университета. Одна из самых больших общественных площадок в республике, которая насчитывает 290 человек, 290 волонтеров. Это студенты из числа, то есть это волонтеры из числа студентов медицинского факультета, других факультетов Ингушского госуниверситета и других СУЗов нашей республики. В основном мы работаем по 6 направлениям. Это популяризация кадрового донорства, то есть формирование кадрового донорства крови. Сейчас мы развиваем донорство костного мозга. Есть направление помощи медицинскому персоналу. Наши волонтеры в различных наших больницах участвуют в волонтерской помощи, тоже помогаем нашим врачам. Диана Бузуртанова учится в 11 классе Назарановского лицея. В будущем она хочет попробовать свои силы в экономической сфере, так как считает, это направление будет развиваться. Она точно не знает, поступит она в иногородний вуз или в наш, но уверена, что любая информация не будет лишней. Вообще такие мероприятия очень полезны именно для таких детей, которые планируют поступать на экономический факультет или же направление менеджмент. Именно для меня это было очень полезно, потому что я сама хочу поступить именно в это направление, в этот факультет. Например, менеджмент – это профессия будущего, как и программирование, как и профессии, связанные как и медицина, которая всегда будет актуальной. Подобное профориентационное мероприятие проводится университетом ежегодно. И такой очный формат встречи дает возможность наиболее эффективно познакомиться учащимся с различными направлениями, существующими в нашем университете, от гуманитарных и социально-экономических до технических и, естественно, научных. А так как школьники приехали с разных школ региона, то формат встречи общереспубликанский.